Друзья, всем привет! Это дневник добровольца. И сегодняшнее утро в Магарасах было очень радостным. Было видно солнце, был красивый восход. Но, к сожалению, ближе к обеду поднялся сильный ветер. Были достаточно сильные порывы. Информации точной у нас пока нет. Но, тем не менее, на вчерашний день ситуация была такая, что все ближайшие очаги возгорания лесного пожара были взяты под контроль. И в принципе, ситуация стала немного поспокойнее. Сегодня Владимир Тикиянов, глава поселка Магарас, попросил нас помочь и отвезти его на один из дальних участков. По дороге от Магараса это в 20 километрах. И там складывается критическая ситуация достаточно. Поэтому мы с огромным удовольствием, конечно, согласились помочь. Взяли провизию для базового лагеря, и у нас появилась хорошая возможность взять у Владимира Тикиянова небольшое интервью. Возле села Магарас сейчас в местности очага и пилорама на том участке огонь сдержали, противопожарный ров сделали, там встречный пал пустили, и там сейчас добровольцы на окарауливании. И сейчас работники ГАУ лесресурса в местности без села планируют тоже встречный пал пустить, чтобы угрозы населения вообще, вопрос с этим отпал. И вот на 135-м километре возле речки Ситте там тоже сегодня должны отправить встречный пал. Работники авиалесоохраны Ханты-Мансийские и ГАУ лесресурса нашей республики. Вот рядом с Магарасом так. 3 дня назад в местности Чакия переброс был. И, по моей информации, вчера утром сдержали это все. Там ров сделали, и там как раз там сидят, окарауливают местные добровольцы. Местные и добровольцы. И вот сейчас едем в местность Чигирахбага. Там осмотрим. Если там нормально, сдержано, то вот только что встретили моих друзей, которые едут с местности Хатангнах. Там говорят, огонь перешел ров. Там осмотрим, если что, мы вызовем подмогу. Добровольцев местных и попросим этих с ГАУ лесресурса, чтобы еще раз трактором пройтись, сделать ров и встречный пал пустить. Потому что у работников ГАУ есть специальные зажигалки. Они вообще профессионалы. Сейчас определимся, там в очагах сколько людей. Посмотрим на ситуацию. Если там все нормально, переброску сделаем. А вообще в целом по ситуации, допустим, чувствуется ли то, что стало больше добровольцев, какая-то дополнительная помощь, ощущается ли это? Да, вот в последние недели, последние 10 дней поддержка общественности, поддержка народа, поддержка местных властей сильно ощущаем. Ощущается каждый день. Переезжают добровольцы с Якутска, даже с других улусов звонят. В этом очень сильно помогли блогеры, известные люди. Приезжают на пожар, поработают, и видео, фотографии выставляют с этим, с призывами. И тоже республиканские власти открыли штаб, тоже добровольческий, через нее тоже с министерств, из других ведомств тоже приезжают. Туймада Агросна снабжает продуктами, готовой едой. С продуктами сейчас проблем нет. Но техники, конечно, сейчас много работает, но в связи с тем, что пожары очень большие, там все равно не хватает.
на других участках. Получается, что вот техники сейчас работают на тех участках, которые смогут двинуться в сторону поселка. То есть приоритетные? Приоритетные участки, да. Вот местность, куда мы едем сейчас, пока не в приоритете. Там техники мало, но это очень опасный участок. Если вот в Рижских Атыгнах пойдет пожар по сухой траве, то вот до реки Кенкеме, до административной территории города Якутска может. А там же вот возле Кенкеме сосняк, там вообще, если верховой пойдет, там очень большой пожар будет. Поэтому вот тут надо вот свое внимание уделить. Ну, в данное время, получается, ощущается как бы нехватка техники. Да, какой именно трактора? Ну, самое надежное это ДТ-75, старый, добрый. Она не такая тяжелая, не такая большая. Она может по таким по труднодоступным местам ездить. А вот современная техника же большая, такая тяжелая, может там застрять. А, вот мы видели, это, мне сказали, новый трактор с Хангаласского улуса, да, был? Сработал на пожаре, то есть делал ров. ТЛ-4, вот, испытательная модель вроде. Такая. А, это вообще даже испытания, да, идут? Да, спереди отвал, сзади плуг. Да. Говорят, плуг у него хороший. Землю еще даже раскидывает как бы подальше. Отвал тоже. Сам трактор мощный, но недоработанный, говорят. И тяжелый, 16 тонн вроде. И наших вот. Здесь еще это, лето сухое сейчас, засуха. А вот когда вот нормальное лето будет, то он вообще застрянет где-нибудь. Трудности бы были. А так вот, в наших условиях вот ДТ-75 это самое то. Мы прибыли в дальний лагерь. Это около 20 километров от Магарас. Здесь достаточно такая тоже складывается опасная ситуация. Поэтому вновь требуется помощь дрона. Сейчас мы его запустим, посмотрим окрестности. В той стороне есть дым. Надо посмотреть, в скольких километрах расстояние и вообще в какую сторону он двигается. Ситуация в этом лагере такая, что через минерализованную полосу проскочил огонь и сейчас двигается на восток. Достаточно такой сильный дым мы можем наблюдать. И глава Владимир Тикьянов, кстати, хотелось бы отдельно тут поблагодарить всех, кто помогает. Вот в частности, например, буквально сегодня от компании Майтона поступили 2 спутниковых телефона, а также GPS-навигатор для администрации. И уже чувствуется вот эта оперативность, потому что, например, без спутникового телефона, если мы прибыли сюда в это место, здесь нет сотовой связи, потому что находится, напомню, данный лагерь в 20 километрах от поселка Магарас.
нельзя было так оперативно ничего сообщить. И с помощью спутникового телефона, соответственно, Владимир связался с организационной группой, которая по борьбе с пожаром, и вызвал дополнительно людей, технику сюда именно подтянуть в эту местность. Вообще, за эти дни, я как такой сторонний наблюдатель, все это напоминает на военные действия. Такие же карты, фронт, как идет огонь, как он может пойти, с какой стороны он может наступить и так далее. Все это стараются предугадать, отработать информацию, проанализировать и, конечно же, сделать все возможные превентивные меры, чтобы не дать огню распространиться. Силы огнеборцев, добровольцев, они распределяются таким же образом. Если где-то такая появляется горячая точка в прямом смысле, то туда подтягиваются дополнительные силы. А сейчас, почему я нахожусь в этом месте, здесь вот прямо видно работу бригады. Там и местные жители, и добровольцы, они все вместе работают ради одной цели – остановить огонь. Здесь мы видим минерализованную полосу, которую проделали. В основном дорога идет по полю, минерализованная полоса, а в тех местах, где дорога уходила, соответственно, в лес, здесь сделаны вот такие, все расчищено от, соответственно, кустарника, от всего того, что может помочь огню перекинуться на другую сторону полосы. В общем, работа идет ежедневная, еженочная, круглые сутки. Люди борются с огнем. Сейчас мы встретили ребят, которые выезжали на разведку в ту сторону. Там есть открытый огонь. Мы сейчас выехали на просеку. Здесь уже сделан противопожарный ров, то есть минерализованная полоса. До реки у нас ориентир около 4,5 километров на юг. И, как сказали парни, нужно будет потом поехать направо. То есть там уже, скорее всего, будет видно само возгорание. О, только возвращаешься, что ли? Мы убегаем, короче. Там огонь идет? Вообще страшно, там верховой идет там. Камамбар. Это халадям. Bu Irak. Ondan manan turamman soğumdan bir dakikadan Irak. Пера, примерно. Irak da ondan. Мы встретили Славу на тракторе. Этот трактор они вытащили сегодня, вчера застряли, когда делали минерализованную полосу. И он сказал, что в 20 километрах отсюда тоже двигается очень сильный пожар, верховой. И они от него убегают, то есть возвращаются. Они сейчас держат путь до той базы, на которой мы сегодня были. Так, у нас в 3 километрах отсюда по этой долине, но почему-то местные называют ее река. 3 километра отсюда идет сильный пожар.
двигается в эту сторону, ветер идет от нас. То есть дым отводит, поэтому мы дым не чувствуем. Поедем туда, посмотрим, отметим точки. И после этого поедем в оперштаб Магарас. Так, вот здесь мы видим фронт огня, который двигается в эту сторону.